Рабиуль Ауаль, в котором Всевышний Аллах проявил свою безграничную милость по отношению к своим рабам в лице пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы с вами знаем, что в благородном хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорится, что каждый понедельник и четверг все деяния рабов, хорошие и плохие, до него доводят. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, находит хорошие деяния, он просит Всевышнего Аллаха, он благодарит Всевышнего Аллаха, благодарит этих людей. Когда же находит плохие деяния, он просит Всевышнего Аллаха о прощении их грехов. И как же прекрасен этот маджлис, который доведут в понедельник до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, что вот так все рабы Всевышнего собрались и хотят вспомнить и поминать того, который даже предсмертный миг не забывал о нас с вами. Конечно же, дорогие братья, нас сегодня могло быть намного больше. Но есть то, что нам мешает быть в большом количестве в таких маджлисах. Однажды, придя к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, Умар асхаба, радiyallahu анху, обнаружил его спящим на голой циновке. Циновка – это кровать из пальмовых веток. Увидев на теле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, следы от этой циновки, Умар асхаба, радiyallahu анху, заплакал. На вопрос, почему ты плачешь, о Умар, Умар ответил: о посланник Аллаха, императоры Рима и цари Персии живут в такой роскоши, благоденствии и в покое в то время, когда ты находишься в таких трудностях. Тогда любимец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: о Умар, разве ты не довольствуешься тем, что у них есть бренный мир, а у нас мир вечный? Дорогие братья, Аллах Та'аля создал нас с вами для вечности, для ахирата. Мы должны максимально держаться за ахират, нежели чем за этот бренный мир. И наша основная причина, что все мы стараемся делать для этой жизни, и по каким-то причинам мы не приходим на такие маджлисы. Неужели было то, что намного важнее, чем этот маджлис, где Аллах Та'аля предоставляет нам с вами возможность выразить любовь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляма, которая, несомненно, нас объединит вместе с ним. Ибо он в своем хадисе говорит: «Аль-мар'у ма'аман ахаб». Человек будет с тем, кого он любит. Если человек знает, что есть такой маджлис, значит, должна быть причина намного выше, намного весомее. Но если мы сегодня собрались, знаете, Аллах предписал, чтобы именно мы с вами были, дорогие братья. Значит, может быть, мы с вами не до конца понимаем, какой же милостью является посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, для рабов Всевышнего Аллаха. Некий бедуин пришел из пустыни, чтобы поговорить с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и сквозь свой рассказ он начал таким образом: о посланник Аллаха, я закопал свою дочь собственноручно. Я со своей женой понесли этого ребенка, и когда хотели похоронить ее, закопать, этот ребенок зажал мой мизинец так сильно, что во мне пробудились чувства сострадания. На глазах навернулись слезы, после чего мы с женой решили скрыть от людей рождение, о том, что у нас родилась дочь. Проходило время, шли года, девочка взрослела, приобретала форму, и уже невозможно было скрыть, и они решили ее похоронить заживо. Тогда отец вывел ее в пустыню подальше от города, начал копать могилу. Она, бедняга, помогала ему,
не догадываясь, что копает могилу для себя. Она не догадывалась, что этот бренный мир скоро перестанет для нее существовать. Она не подозревала, что хладнокровное отношение ей придется ожидать от того, на кого она надеялась больше всего на этом свете. И когда я закончил копать яму, она стояла и смотрела на нее. Я незаметно подошел и толкнул ее на дно этой ямы. Бросая землю, она кричала: «Папа! Папа!» И в этот момент посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, зарыдал. Зарыдал настолько, что окружающие сподвижники начали нервничать и укоренять рассказчика этого бедуина: «Почему ты опечалил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма?» Но пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, остановил сподвижников и сказал: «Расскажи мне еще раз». Когда он ему рассказал еще раз, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Всевышний Аллах спас нас именно от такого невежества». Ведь этот случай, дорогие братья, был всего лишь простой пример, обыденный пример для жителей той местности. Вот так люди жили, когда не было ислама. Вы знаете, когда умирала мать, когда умирал отец, сыновья выводили свою мать на рынок и продавали в качестве раба. Вот так жили люди. Там не было справедливости. Мы же видели, были рабы, с которыми не считались. И когда пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разве он не возвысил женщину? Разве он не сделал порядок? Разве он не сказал, что нету преимущества одному над другим, кроме как в степени богобоязненности? И после этого разве не является он милостью, который ведет все человечество к счастью в обоих мирах? Но мы сегодня с вами этого не понимаем. Задумывались ли вы, дорогие братья, над тем, что посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, любили как взрослые, так и младшие. Даже враги ислама питали к нему уважение. Следовательно, значит, должно же быть то, что вызывало любовь и уважение. Значит, должно быть то, что вырабатывало любовь и уважение. Что же это было в посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, которое нам сегодня с вами не хватает? Об этом Аллах Та'аля в своем священном писании говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва иннака ла аля хулукин азим». Поистине то Мухаммад обладатель наилучшего нрава. То есть в нем сошлись самые прекрасные нравы. Именно благой нрав, дорогие братья, переворачивал сердца людей, направлял на истинный путь, и все они находились с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Да, ему было трудно, но тем не менее, невзирая на те трудности, он двигался вперед, оставляя испытания за испытанием, для того, чтобы донести до нас с вами эту религию, которой сегодня мы с вами не придаем значения. Все мы знаем Абу Джахла, заядлый враг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Вы представьте, когда он находился при смертном одре, когда жизнь покинет его тело, в этот момент он говорит: «На том свете тоже я тебя не оставлю, о Мухаммад». Вы представляете, как было ему тяжело? Если сегодня возле нас будет тот человек, который даже может смотреть на нас, и это нас напрягает, это нам неприятно, но возле него был даже человек, который, умирая, такие слова говорил. Это насколько была ненависть. Но тем не менее он шел для того, чтобы сделать нас с вами счастливыми людьми, дорогие братья. Но тем не менее,
поставил путь, по которому нам с вами нужно идти. И мы должны с вами понять, что в этой жизни мы всего лишь временно. Мы здесь сделали остановку, чтобы запастись путевым припасом и далее тронуться в путь. Да, у нас две дороги. Одна дорога тяжелая. На нем испытаний, там навс, там иблис, там джинны, там испытания. А есть другая дорога, она легкая, где ты снимаешь с себя ограничения, где ты себе позволяешь все, что тебе заблагорассудится. Ведь в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, сказано «Ад-дунья сиджинуль му'мини валь джаннатуль кафир», что этот мир, он является тюрьмой для верующего и рай для неверующего. Потому что ты в себе ни в чем не запрещаешь, все, что хочешь, ты делаешь, на намаз не встаешь, на маджлисы не ходишь, живешь своей жизнью, да, она есть у каждого из нас, и каждый сам вправе распоряжаться ею так, как он хочет. Но мы не должны забывать, что рано или поздно наше возвращение ко Всевышнему Аллаху, и каждому из нас придется дать свой отчет за каждый вздох и выдох, сделанный на этой планете Земля. Если мы думаем, что мы можем остаться, так попробуйте же остаться в этой жизни. Попробуйте жить, сколько вы хотите, и потом мы увидим итог. Ведь нам надо работать над собой, нужно улучшать наше положение, нужно стремиться ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, нужно быть готовым встретиться с Ним и быть в состоянии отвечать, давать ответы на заданные вопросы. Если мы сегодня с вами посмотрим в плане благого нрава, в каких направлениях мы с вами развиваемся, если мы скажем, если среди нас те, которые могут уступить дорогу, будучи за рулем, сможем мы уверенностью сказать «есть». Но в других направлениях мы развиваемся. Среди нас, если мы скажем, если среди нас те, которые поступают в мадраса, приобретают знания, затем эти знания доводят до людей, распространяя религию Всевышнего Аллаха, мы с вами скажем «Альхамдулилля» есть. У нас же столько мадраса. Если мы скажем, если среди нас те, которые встают ночью, совершают тахаджуд намаз, проводят ночь в поклонении, постятся днем, и здесь мы с вами уверенно скажем «Альхамдулилля» есть. Если мы скажем, если среди нас те, которые расходуют свои средства на пути Всевышнего Аллаха, строят мечети, мадраса, делают дороги, проводят воду, принимают участие в благотворительных акциях и мероприятиях, здесь мы с вами уверенно скажем «Альхамдулилля» есть. Но если мы с вами скажем, а если среди нас те, которые обладают наилучшим нравом, сможем мы с вами сказать «Альхамдулилля» есть? Посмотрите, как мы с вами живем. Есть ли среди нас те, которые могут уступить дорогу, будучи за рулем? Когда даже пешеход проходит, мы перегазуем, делаем перегазовку и этим самым выражаем свое недовольство, мол, ты нашел время переходить, когда именно я проезжаю. Когда два брата останавливаются посередине дороги, спустив окно, общаются и этим самым причиняют вред другим, кто находится за ним. Если среди нас те, которые могут уступать в очереди, если есть, то сколько их? Уступать в очереди в тех или иных учреждениях, в больницах, когда находится престарелая женщина, больная, беременная. Посмотрите сами, каждый из нас бывает в больницах, что там творится. Как мы себя проявляем? Если среди нас те, которые могут прощать друг друга, если есть, то сколько? Два брата, которые пили молоко одной матери, не могут сегодня простить друг друга. Ведь этому не учил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Ведь этому не призывал нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Ведь все мы с вами слышали историю, когда Абу Зар оскорбил Билял Асхаба, радiyallahu анху,
Узнав об этом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, разгневался. И он упрекнул Абу Зара за его непристойный поступок. «О, Абу Зар, в тебе осталась частичка невежества». После чего Абу Зар, после этих слов, он не находил себе места. Он ходил и говорил: «Лучше бы посланник Аллаха отрубил бы мне голову, чем нежели сказать это. Клянусь Аллахом, я буду ходить и расспрашивать, искать Билял Асхаба, буду просить у него прощения». Когда он увидел Билял Асхаба, он начал просить прощения. «О, Билял, прости меня ради Аллаха, Господа миров. Ты почтенный, я униженный. Клянусь Аллахом, непременно я не подниму голову до тех пор, пока ты не наступишь своей ногой на мое лицо». Тогда Билял Асхаб, ради Аллаху анху, сказал: «Вставай, о Абу Зар. Не подобает наступать на голову, которая поклоняется Всевышнему Аллаху. Клянусь Аллахом, она наипочтеннее перед Ним». Посмотрите, как просит прощения Абу Зар и как прощает Билял Асхаб. И посмотрите, как это бывает сегодня в наше время. Имаму приходится принимать активное участие для того, чтобы побудить человека, чтобы он набрался сил и прошел и простил этого человека. Сделать целое наставление, и тогда, когда он прощает, посмотрите, как он это делает. Он делает это с одолжением. Если бы не ты, имам, я бы его не простил бы. Что с нами происходит? Мы друг другу говорим: «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи, брат, как дела, ахи?» Мы называем друг друга братом. Что такое брат? У нас какое понимание в слове «брат»? Смотря на наше отношение друг к другу, слаживается мнение о том, что мы словно верхнюю кожуру брата мы используем, но не саму начинку, не саму внутренность. У нас нет переживания по отношению друг к другу. Если бы было бы, каждый пришедший сюда с собой хотя бы по одному человеку привел бы. Но тем не менее, посмотрите на их стремление сподвижников, потому что они верили в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, верили в то, что он говорил, верили настолько, что они даже готовы были пожертвовать самым дорогим, что есть у них, своей жизнью. Вы знаете, Билял Асхаб, он является одним из 7 тех, кто открыто заявил о своей принадлежности к исламу в то время, когда людей испытывали, подвергали жестким мучениям. Он открыто заявляет о своей принадлежности к исламу. Опираясь на что? Надеясь на кого? Ведь у него не было знатности, рода, ни богатства. Он всего лишь был чернокожим рабом. Но он верил в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он один из 5, которых подвергали сильным мучениям. На самом деле, дорогие братья, нам с вами не хватает благого нрава. Ведь это и есть изюминка ислама. Это и есть самые сливки. Если мы выстроимся в очередь за благим нравом, ведь это тот путь, который нас приближает к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Ибо он в своем хадисе говорит: «Ана ва хасинуль хулукатайни фил джанна». Я и обладатель прекрасного нрава будут вместе в раю, как эти 2 пальца. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна мин ахаббикум илайя ва акрабикум минни маджлисан яумал кияма ахасинакум ахлякан». Самые любимые для меня и близкие ко мне в судный день будут обладатели наилучшего нрава. Вот она, близкая дорога, чтобы быть с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма.
Ведь наш нрав играет очень важную роль. От этого зависит, чтобы рабы Аллаха укреплялись в религии и вступали в религию Всевышнего Аллаха. Ведь из-за нашего плохого, дурного нрава мы отдаляем людей от ислама. Мы думаем, что мы никакой вред не приносим исламу. Ведь мы же на самом деле не даем показать красоту этой религии. Потому что люди говорят, 8 лет был в хаджи, приходит и такое говорит. Вроде бы на джамаат намаз ходит, а на весах обманывает. Вроде бы с Рузмана вышел, но ты создаешь проблему на дорогах. Они же сегодня, глядя на нас, дают оценку нашей религии. Поэтому получается, что мы становимся причинами отталкивания их от религии Всевышнего Аллаха. Что может быть хуже этого, дорогие братья? Ведь мы в какое-то время выполняем работу Иблиса, который, засучив рукава, сутками работает для того, чтобы сбивать людей с пути истины, то между ним и между нами что, какая разница, если мы отталкиваем людей, если мы не вырабатываем в себе благой нрав? Да, его вырабатывать очень трудно. Настолько трудно, что у нас практически мало таких людей. И когда мы слышим какую-то историю, что один человек проявил себя в таком образе, мы удивляемся, для нас это что-то новое. Но и так приятно слышать, когда ты слышишь, что вот так человек себя проявляет. Я знаю одного прораба. Об этом прорабе я узнал недавно. Он многие мечети строил и ни рубля себе не брал. Когда наши братья-нагайцы хотели построить джума-мечеть у себя в селе, они искали прораба. И один из имамов дает номер этого прораба, он ему звонит, они обсуждают стройку, и после завершения разговора он ему говорит: и то, что надо с нашей стороны в плане зарплаты, мы будем тебе обеспечивать. Главное, чтобы ты взялся за работу. Он говорит: мне деньги не нужны, мне не нужна зарплата. Мне достаточно, что вы меня туда пустите. А затем я спросил: это он только здесь? А мне ответили, что он все мечети строил вот так. Ни рубля не брал в качестве прораба. И эта история на самом деле согревала меня изнутри. Она говорила, что у нас в Дагестане есть достойные люди. Есть те люди, которые в какой-то мере похожи на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Мы должны с вами понимать в глубине души, что мы с вами будем самыми близкими и любимыми людьми для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, тогда, когда мы будем улучшать свой нрав. Пусть Всевышний Аллах даст нам помощь в этом направлении, сделает нас непоколебимыми на Его пути, укрепит в исламе и даст достойно прожить всего лишь маленький отрезок времени на этой планете Земля. Он очень быстро пройдет. Ведь мы не знаем, сколько нам сегодня с вами осталось. И каждый из нас покинет этот бренный мир. Но хочется, чтобы когда мы покидали этот мир, чтобы мы его покидали маджлис посещающим, рузман делающим, намаз совершающим, пост держащим и так далее, делающим благие деяния, помогающим, хорошим мужем, братом, соседом, коллегам. Ведь наша религия, это вся наша жизнь, она не ограничивается в 5 намазах. Где мы не были, вся наша жизнь – это религия. Пусть Аллах Та'аля нам даст тауфика быть таковыми. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.